Это считали его, ну, совсем своим. Он совсем своим и был, наверное. А дальше уже, когда мы стали взрослыми людьми, мы с ним очень часто встречались. Он писал мне. Вот сейчас, по-моему, все письма я отдал товарищам из Чебоксар. Писал, ругал он меня, когда я был уже секретарем обкома. Вот вопросы экологии. Сегодня ведь экологией все занимаются, а в то время экологии еще этого слова не знали. Вот. Он ругался за то, что мы небрежно или не по-хозяйски, не по-дружески относимся к природе. Это очень, ну это, наверное, общая беда поэтов. Он любил природу, нашу природу особенно. Даже вот эти ну, слакбашевские, сельбийские березы. Разве сравнишь таких мест, таких красоты, такой красоты больше нигде нету. Я много видел, много ездил по свету. Таких нету. Вот даже такая трава очень простая, мы говорим, матрушка. Матрушка ведь нету такой матрушки, как у нас. Матрушку мне жена высушила и отправила к моему фронтовому товарищу в Ригу. И потом из Риги он писал, я ведь гостей приглашаю, чтобы пить вот этот чай с матрушкой, межбурятской, башкирской. У нас вообще... Ты вот сам бывал в Сельбии? Был. Несколько раз. Это же такое уникальное место. И дальше Сельбийская долина. Ну, такой красоты где еще найдешь?